Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем серию наших фильмов о том, как партизаны, подпольщики выступали в роли коллективного праведника народу мира по спасению еврейского населения. К сожалению, институт Яд Вашем их таковыми не считает, поэтому, восполняя вот эту информационную нишу, мы как раз и проводим наши небольшие передачи по изучению этого вопроса. Но понятно, что наши претензии не к каким-то учреждениям иностранного государства, а наши претензии к белорусской историографии и к Институту истории Национальной академии наук. Почему все это в их публикациях не находит отражения? Значит, я уже когда-то показывал, что была вот издана вот такая вот книга «Долгиновская летопись», который изучал довольно долгое время вопрос вывода евреев за линию фронта через Сурожские ворота. И тот задел, который был положен Киселевым, это оказался не единичный случай. Это случаи были был один из первых случаев, а потом это было, как говорится, вошло в плановую работу партизанских отрядов. Из северо-западной Белоруссии выводили людей через ворота в северо-восточной Белоруссии. То есть там выводилось не только еврейское население, там выводились и те партизаны, которые направлялись на учебу. А с Витебской области там доходило вплоть до того, что в Витебской области проводили мобилизацию людей, молодежи, и их выводили через Сурожские ворота уже для формирования подразделений Красной Армии. Ну вот я последний раз мы вам рассказывали, как был по приказу диверсионной группы Мироненко, как выделил своего бойца для вывода 250 человек. Ну вот спустя 10 дней, 20 октября, стал формироваться новый отряд, то есть новая группа для выхода за линию фронта. Было 5 человек-проводников, которые, то есть там были больные люди, ну и этих больных троих человек раненых, они ушли за линию фронта как уже проводники. И плюс 2 бойца было даны еще нормальных, здоровых людей. Значит, я нашел их фамилии. Это из отряда «Борьба» были выделены младший лейтенант Леонид Григорьевич Короткин, Федор Александрович Федулов. Это те, кто нуждался в лечении. 2 партизана было. Дальше. Партизаны Илья Игнатьевич Новик, рядовой Николай Николаевич Кузнецов. Это вот были именно сопровождения. Ну и с ними еще была женщина Ольга Ивановна Александровна. Это боец диверсионной группы Петкевича, которая тоже нуждалась в лечении. Вот этих 5 человек. И им были приданы порядка 300 человек евреев. Откуда они взялись? Дело в том, что в Вилейском районе возле Куренца было большое гетто. И был совершен групповой побег, они вырыли подземный ход, и там через подземный ход около 400 человек сбежало. Ну и, соответственно, через несколько дней 300 из этих 400 оказалось вот в районе действия партизанского отряда от Воронянского бригады. Тогда уже бригада, по-моему, стала уже. И, соответственно, вот отряды «Борьба» выделил этих людей. Но основная мысль была не вывод евреев, это уже была вторичная задача, а был бригадный комиссар Лопин. И вот его семьей нужно было вывести за линию фронта. То есть он... Но ничего себе вторичная задача вести 300 человек, кто представляет себе, да, значит, поход из северо-западной Беларуси в северо-восточную,
надо что-то кушать по дороге Да, и так- т.д. А может быть 400 человек, они все оказались у партизан, и сотня, очевидно, как-то были Ну, включены, ну, может, другие, были да. включены в воюющий состав тех или иных Да, отрядов. там было много отрядов. А да. 300 человек это Да. те, кто, собственно, не могли Да. влиться То есть у нас там, в воюющий да, персонал. в Вилейском районе достаточно было, ну, тогда Вилейская область, достаточно было партизанских отрядов. И я думаю, что они там где-то рассосались по этим отрядам. Но вот этих 300 человек, которые были непригодны к борьбе, их объединили и повели. То есть там было очень много стариков, детей, женщин. И вот это, в принципе, сыграло одну из роковых, как говорится, ролей. Как только, ну как не то, что как только, но когда уже вот эта вот вся колонна двигалась, они сильно растянулись, там километра, то больше они растянулись, потому что старики шли медленно, вот, и кто-то информацию слил немцам. То есть кто-то доложил, и немцы устроили засаду. И так получилось, что первые, кто шли, у кого там вот было оружие, они отстреливались, отбивались, ну и как-то прорвались через эту засаду, и тех там, ну не знаю, там сколько людей прошло, ну больше полусотни проскочило засаду, а многие из тех, кто в хвосте плелись, они просто разбежались. И, соответственно, потом, когда они уже стали собираться, те, кто уже разбежался по лесу, ну, стал вопрос, что делать. Ну и многие решили, что пойдем обратно в отряд к Воронянскому. Ну, в смысле, туда, в бригаду к нему. Ну и, в общем, они развернулись, пошли, отряда уже нету. То есть отряд снялся со своих мест, ну и дальнейшая судьба вот этих людей неизвестна. А те, кто с этим бригадным комиссаром Лопиным, бригадным дошел, те, в принципе, они живы и остались все. То есть вот мы видим, я когда подсчитывал, суммарно выходит где-то, ну, больше 800 человек было выведено вот, с Вилейского района, ну или области, будем так говорить. Ну, региона. Да, с региона Величины. Да, но это, Через Суракский. это только то, что было связано с бригадой Воронянска «Мститель». Понимаете, это одна бригада, там будет два отряда борьба «Мститель» на первых порах, и плюс вот этот... То есть, грубо говоря, это те документы, которые вы изучали. Да, то есть это... И, собственно, где-то на другом конце нашей небольшой, но все же и довольно такой объемистой на карте страны. А сколько вывозили, можем предположить, быть может, из Витебской области, из Могилевской? Витебск я вообще не трогал. То есть я Витебск там даже не вникал, но я просто помню, как отец рассказывал, что почти каждую ночь ходили толпами, колоннами вот эти вот евреи. Он жил недалеко от, ну, Прозороки, это там недалеко от Полоцка было. И вот он рассказывал, что по ночам ходили и за золото покупали и коров, и этих, птицу покупали, потому что есть надо было что-то. И вот ходили, пока вот Сурожские ворота были открыты, все это было движение очень массово. Значит, в энциклопедии я находил там информацию, что цифры были довольно большие людей, которые выводили за линию фронта, но сколько там было евреев, не указано, во-первых. Во-вторых, то, что я искал в документах Национального архива Республики Беларусь, я вот нашел вот этих вот порядка 800, там 900 человек. Ну, то есть вот по последнему только случаю непонятно, сколько живых дошло. То есть выходило 300 человек, Ну, понятно, что да, было не... а дошло значительно меньше. Да. Не ехали на автобане. Да, поэтому говоря. вот когда висит в музее Великой Отечественной войны вот эта вот грамота Яд Вашем, вот, человек спас одного еврея. То есть это чисто маскировка, замалчивание вот этого массового подвига наших партизан, наших подпольщиков, вообще нашего белорусского народа, который проявлялся в спасении евреев. Это, получается, массовые праведники народов мира, которые
институт Яд Вашем не хочет напрочь признавать, потому что признать их, это значит, надо признать, что НКВД было праведниками народу мира, это значит, надо признать, что Компартия... Разворачиваться от всей русофобской антисоветской. Да. То есть вся вот эта вот русофобия, которая была, это все придется поставить крест. На них нет вопросов, как говорится у матросов. Да. Но наш Институт истории Национальной академии наук, наши историки, историографы, которые оформляют обновленный музей Великой Отечественной войны, почему они не отразили это? А между тем сионистская, скажем так, не столько историография, сколько, значит, идеологография активно муссирует последних где-то 20 лет тему так называемый антисемитизм в партизанском движении в Беларуси. Ну, очень То есть, с одной стороны, значит, берется совершенно неправомерно существующее всюду между любыми этнокультурными группами могут быть трения, тем более в экстремальных условиях. И оно, значит, фокусируется в этой кумулятивной заря, то есть не то, что евреи, спасенные евреи в партизанском движении Беларуси и взаимодействуют, да, антисемитизм. А некоторые, как бы, вот проявления вот этой, значит, идеологографии русофобской, антисоветской, они просто вообще возмущают разум, или то, что называется на языке иврит, эльвон ла интеллигенция, сказать, оскорбление, значит, интеллекта человека. Описывается как проявление антисемитизма, воспоминания одного из уцелевших, воспоминания современников событий, они не подлежат цензуре. Человек описывает свои чувства. Но каковы историки кочуют из одной публикации в другую, одна борзее другой со временем, по мере того, там какой-то историк пытается соблюдать объективность, а потом она кочует по сионистским всем страницам газет. Это, значит, еврей утек партизаном из гетто в лесу, и он натыкается на партизанское подразделение, которое идет на задание, конкретно идет боевое подразделение, да. Но не на учениях где-то на своей территории, даже не на фронте идет подразделение на задание, а в глубоком тылу оккупированной советской территории под немецкой оккупацией идет подразделение на задание. Ему вполне ожидаемо велели лечь на землю лицом вниз и считать до 100. При этом один из партизан сказал, по воспоминаниям того человека, и я это читал, когда я прочел первый раз, ну я вот подумал все то, что я сейчас объясняю. Когда я это увидел второй раз, я подумал, ну, когда я это прочел где-то в 5-й или в 6-й раз, я подумал, какая борзость и какая гнусность, что это кочует из описания в описание, как при антисемитизму. Один партизан сказал: Хаим, ты хочешь воевать, но у нас нет кривого ружья. Теперь, куда бежит этот еврей? Он бежит в какое-то советское учреждение, в офис, ну давай, покривились, национальность евреи, ну там ладно, то есть. Люди ежедневно борются за выживание свое и плюс воюют с врагом. И подразделение идет на задание. Он видит, идут люди с оружием, с тем, что берет с собой подразделение на задание. Любое партизанское подразделение, это ДВГ, кому не ясно, да, нет тут пехотных колонн на марше. Ой, надо все оставить. Ой, дорогой Хайм, давай пойдем, ты бетах не ел, наверное, да, давно, давай мы тебе сейчас чайку. Ну, отменяет это задание, что делать? Хайм сбежал из гетто. А с другой стороны, действительно, человек бежит, спасает свою жизнь, и хотя ему дали вполне ожидаемое указание лечь и считать до 100, очевидно, люди чувствовали диссонанс. И кто-то выразил тогда самым неуклюжим, грубым, оскорбительным образом, ну, кривое ружье туда-сюда. В конце концов, он добрался до партизан и храбро воевал, дожил до конца войны. И вот это ходит как проявление антисемитизма, в то время как все эти люди ежедневно и ежечасно рисковали своей жизнью, чтобы воевать с врагом. Благодаря этим людям, те, кто спаслись евреи, они спаслись среди них благодаря им, и благодаря себе те, кто влились в боевые подразделения, а кто не мог, как мы слышали, их выводили. Здесь же еще можно... И вот высосать из пальца и муссировать вот эту тему антисемитизм в партизанском движении в Беларуси. Хотя, безусловно, между разными этнокультурными группами могли быть те или иные трения, которые никто не затушевывает
Ну, понимаете, и здесь- добросовестных здесь людей. еще есть вопрос. Будет еще немало роликов, которые выпущу я, по тем книгам воспоминаний евреев, которые воевали в партизанских отрядах Беларуси, и книги, изданные в Израиле на иврите. Там и описываются трения, но картина встает совершенно иная, чем из гнусных русофобских антисоветских писаний сионистских фальсификаторов последних где-то вот 20-25 лет, когда вот сбухала эта тема. И тут же подсосались конкретные фашисты, для которых полицаи это правильные люди, а советские партизаны это неправильные, такие как гнида-предательница и враг Белорусской Республики Алексеевич, которая, слава Богу, избавила нашу страну от своего гнусного присутствия. И она любила поизгаляться тоже на это. Ну, понимаете, когда, вот, допустим, сказали вот этому еврею лечь на землю, я понимаю так, что партизаны боялись, чтобы не было лазутчика, чтобы он не смог сосчитать, сколько их было, шло на задание. Ну, по-любому идет боевое Да. подразделение Да. на задание. Да. Понятно, что если человек появился посторонний, ложительством не считается. Нет, да. Пока мы не исчезнем из виду, а что делать еще? Ну, правильно. То есть они должны были, чтобы не скрывать свои лица, проще заставить всего лишь на землю, чтобы он не смог опознать. А те, кто представляют в качестве антисемитизма партизанского движения, что когда евреи добирались и говорили, а вдруг заслала кого-то гестапо, как они смели? Как смели? Мы будем разбирать книги, изданные евреями для евреев на еврейском языке, и там мы будем все эти вещи видеть, что да, оно имело место. Безусловно. Ну, на этом, я думаю, мы